يربن يوتخ Хорошо. ورسفل بزي بشوتخ شو بنحي حرتا زمباريسا لشахдер возигир Хампада. Древняя избитая мудрость молодежь это будущее народа и будущее государства никто еще не отменял. Она как была мудростью, так и осталась. И как общество и государство воспитывает, такое будущее предстанет. И причем это в обозримом. Мы можем в этом убедиться. После войны 30 лет целое поколение после войны родилось, выросло, женились. И сегодняшняя ситуация, это язык, это все эти проблемы, это говорит о том, что лет 25-30 назад мы много чего упустили. Как у нас говорят, молодежная политика очень сложная и наиважнейшая составляющая вообще государственной политики. Если государство не воспитывает, не направляет свою молодежь, это будут делать другие, но будут делать это не в интересах абхазского государства, что мы видим, всякие вот эти НПО, неправительственные организации и т.д. и т.п. Да, они тоже не коснуться нельзя в контексте современных сегодняшних реалий. Это, конечно, шум, гам поднялся и так далее, но с другой стороны, они разбирают и собирают сознание, менталитет наших людей, делают их эффективными в части бизнеса, в части деловых каких-то качеств и так далее, но при этом, насколько это соответствует нашей древней абхазской ментальности, насколько это близко к истине, да, вот к тому стержню, от которого мы должны отталкиваться, опираться на который и так далее. Поэтому тут очень много вопросов. Вообще в интересах абхазского государства, абхазского народа ни одна организация, которая будет заниматься молодежной политикой, она не действует. А проблемы молодежи с 2005 года по 2011 я возглавлял молодежный совет при президенте и был зампредседателя комитета по молодежи и спорту. Возглавлял Рафаэль Ампар, мой друг, мой боевой друг, вот, и с большим к нему уважением. Мы работали как одна хорошая, крепкая команда. Вот. То, что мы сделали, я думаю, не нам надо, а многие ребята, которые прошли через то горнило нашей молодежной общей политики, они нас воспитывали, мы их друг друга, хайбабжун по-абхазски говорят, вот, и хайбадзит, и многие из них достаточно успешные ребята, девчата, сегодня основная масса, те, кто были активны в активе и так далее, это, конечно, очень приятно. Но жалко, что просто все это резко под корень срубили и поломали. Тем не менее, тот полезный труд, который был, да, с нашей стороны, со стороны государства, мне было очень удобно и приятно работать, потому что Сергей Васильевич, понимая значимость, бывший сам комсомольский работник, Сергей Васильевич Багапч, светлая память, он позвал и сказал: Шамиль, вот ты совет, и это два в одном, и там, комсомола нет, нам нужна новая молодежная, современная молодежная политика. Мы сами не знали, что это такое. Идите на ощупь, дерзайте, я только вам помощник. Мы на ощупь шли эти 6-7 лет, вот, и что-то было сделано, что-то предстояло, вот, приняли закон о молодежной политике, который, к сожалению большому, лежит, вообще никак не используется никем, хотя это действующий закон, это закон уже принятый в окончательном чтении, утвержден, подписан президентом. Мы это смогли сделать, причем с 2007 года, 2008 даже, мы его начали обсуждать, и в 2010 году этот закон уже, кстати, так оперативно, у нас до сих пор закон образования о ветеранах там только обсуждают, говорят, а мы это сделали, потому что была активная работа, причем подключили диаспоры, и турецкие, и московскую диаспору в первую очередь, и турецкая наши, все, кто Абаза, наши братья Абаза, Северный Кавказ, все дружно, какие-то свои коллективы, свои планы, свои там эти мнения. Вот, и мы приняли этот закон. Кстати, все то, о чем сейчас вот сказано в вашей вот вопросе, в твоем вопросе, Давид, это там много все это отображено. Что было очень интересно, особенно, да, вот я считаю, что то, чего нам сильно не хватает, особенно государственным деятелям, опираться надо на науку. У нас есть Академия наук, у нас есть ученые люди, их задача, они специально обучены для этого люди. Государство на это тратит ресурсы, деньги, и это люди, которые читают, которые анализируют. То, чем не занимается, я был в государственных структурах, я знаю, как анализируют, как читают, как изучают, это некогда, это рутинная работа государственная, ежедневная, она затягивает человека, человек устает, не хватает. А эти люди специально читают, они умнее, они самые умные, это элита, скажем так, да, интеллигенция наша. Вот, и мы их как-то вот они в стороне государства, в стороне параллельно какие-то движения и так далее никак не используем. Вот, и у нас был опыт такой, было такое интуитивное понимание, что нужна наука, и человек всего знать не может.
Очень удачно получилось. В 2007 году какой-то научно-исследовательский центр социологический попал сюда, российские так, доктора, там, кандидаты, серьезная такая публика, и провели социсследование 60 вопросов в области молодежной политики. И так навскидку мы понимаем, что нужно молодежи. Вот как мы понимали своим умом, да, здесь вот. Спортивные площадки, спортивные залы. Это оказалось 5-м или 6-м пунктом. Первое, что хотели ребята, это работу. Молодые ребята. Потому что молодежь это от 14 до 27 лет, мы даже до 30 в нашем законе. Но с 18 лет люди уже хотят самостоятельно какие-то свои какие-то средства иметь. Это работа, это жилье. А вот эти вот все моменты, о чем мы говорили, да, наркомания, все остальное, это, конечно, это архиважные это проблемы, но они как подчеркивали, что вот отсутствие работы, отсутствие жилья, вот этих моментов, отсутствие внимания со стороны государства, вообще в целом молодежи, и порождает, что это вот наркомания и все вот эти вот преступные моменты нехорошие, это все следствие этой причины. Поэтому это еще раз подчеркнули, что государство должно в этом плане работать. Нам было легко, потому что первое время мы, не зная, как работать, мы навязывали вот какие-то план мероприятий от предыдущих наших предшественников, и вот это надо делать. План мероприятий – это акции. Акции – это необходимо, это красиво, это правильно, но между акциями должна идти работа. Когда мы просто приняли такое решение, собрали молодежь, сказали: ребята, что вы хотите, мы, государство, имеем ресурсы, имеем возможности, те в пределах, рамках, мы будем вам помогать. Вы давайте идеи, а мы говорим, если это входит там, в контекст нашей законодательства, конституции, чтобы не выходило за эти рамки. Если эти рамки не были узкие, они были достаточно такие просторные, это раз. И насколько это полезно, два. И первый объем, то есть ресурсов, которые необходимы. В принципе, мы практически ни в чем не отказывали, потому что ребята предлагали реальные вещи. Это и шествие 2007 года, помните, акции. Восстановились дорогой памяти, потом походы на Дамхурст, я помню, Давид, мы как-то тоже как-то пересекались прямо или опосредованно, конечно, были какие-то моменты, вот, и ребята закипели, завелись, пошли, появлялись молодежные организации, это очень важно. Молодежная политика, вот я хочу, используя, да, вот площадку, вот эту твою, Давид, обратиться к власти в первую очередь, к народу, к обществу и к ребятам. Молодежная политика – это работа самой молодежи в виде молодежных организаций, инициативный круг, в виде индивидуальности. Вот человек мог прийти сам, индивидуум, не входит ни в какую организацию, ни в какое сообщество. Вот у меня такая идея. И эту идею мы вбрасывали вот в эту вот ассоциацию молодежи. И ребята, если вы говорите, интересная идея, давай, и мы ее уже помогали, поддерживали. Так это шествие, тут один сказал, давайте проведем. Им провели юбилейное, какое было, начало войны, 14 августа, ну и так далее. Это как пример привожу. Вот. И, кстати, мы очень много планировали делать дел вот именно вот непосредственно в плане патриотического воспитания молодежи. Это очень важно. Мы малочисленный народ, живем в окружении, понимаете, да, геополитика какая сложная вокруг нас. И мы должны быть всегда готовы защитить свою родину. Для этого мы должны быть готовы в прямом и в переносном, во всех смыслах, в политическом и этом. И мы должны воспитывать нашу молодежь, ребят, в первую очередь, будущих защитников Родины, так, как нужно воину. Хочешь мира, готовься к войне. Мы должны в этом перманентном состоянии находиться постоянно, настолько, чтобы мы привыкали к этому. И у нас планировались всякие вот эти вот кружки и так далее. Современная война на Украине показала вообще значимо, что новое направление войны, это и дроны и так далее. Вот, например, да, почему сегодня вот я в контексте вопроса твоего, почему у нас не должно быть, допустим, авиамодельных кружков, которые будущих пилотов воспитывать? А потом, да, самолетов у нас много нет, но самолеты дело наживное. Если будут пилоты, их можно купить, найти, подарят, одолжат, я не знаю, там, захватить у врагов, как мы обычно всю войну это делали. Вот, поэтому надо воспитывать дроны. Представляете, за несколько километров от линии фронта, да, основная масса ребят молодых будет сидеть и дронами защищать, то есть один дрон может там взять на себя там всякую-то функцию. Естественно, и враги тоже будут, то есть война дронов, да, как вот в фантастических фильмах. Нам надо готовить это, сходите в школе, в НВП, предметы ввести это. Вот, потому что это сегодня он молодой парень, завтра он защитник Родины. Потом обязаловку надо, в каком плане обязательно, чтобы служба была непреклонна. Это вот как пить дать, вот просто как отче наш, как говорится, что нельзя увильнуть от службы. Если ты не служил, на госслужбу нельзя. Если не служил, права нельзя. Нет военного билета, не получишь прав. И так далее, понимаете, это надо в культ ввести, потому что у нас другого выхода нет.
Вот поэтому вот этот момент, о чем ты говоришь, Давид, да, авиамодельная вот это вот авиационная, национальная авиационная... Учебный центр. Это архиполезное дело. Это будет, я думаю, что Министерство обороны должно подхватить эту идею, поднять обе руки и сказать, чем мы можем вам помочь. Вот когда проводили патриотические акции, в частности, основная функция была на Апснача, молодая Абхазия, помните, да? Минобороны тогда Мираб Кишмари возглавлял, прямо вот машинами Урал-2 выделял машины, выделял боеприпасы, и ребята стреляли от души вдоволь, в армию уже пошли, когда они, многие из них потом служили, они уже были готовые воины, они порох нюхавшие пришли. Вот этот момент нам нужно, надо Министерством обороны скантоваться. Я не знаю, где-то чем-то я могу советом, там, чем-то поддержать, я с большим удовольствием это сделаю, это архиважно. Еще раз повторяю, если мы не будем воспитывать нашу молодежь, ее воспитают другие на свой лад, не на как мы хотим, а на свой лад, на свои манеры. И самое страшное, что здесь происходит, это замена вот, менталитета, это вот эти вот ценности, которые есть у нашего народа, древние, это, они тихо-тихо замыливаются, мы теряем язык, это очевидно, сейчас это скрывать, там, голову пеплом посыпать не хочу, но мы теряем язык. Это статистика, никуда наука, никуда от нее не уйдешь. Каждый год в школу приходит все меньше и меньше молодых ребят, которые, к сожалению, за 11 лет школа научить не может. Школа научить не может, все валят на семью. Один пример такой, как они возмутятся, слушай, говорят, я живу во Франции, я не знаю французского, но мои дети в совершенстве владеют, они в школе научились. Вы говорите, семья должна. Если семья не знает языка, что должна? 11 лет школа не должна научить родному государственному языку ребенка. Вот. А язык – это главная ценность нашего народа, опираясь на который мы можем перевозродиться, перезагрузиться и воссоздать, выстить, да, вот, как это было вот в древние времена. Понятно, что с современными какими-то уже коррективами, но тем не менее, вот менталитет самое главное, сохранить менталитет нашего народа, это язык. А бысфя зымдро, дадыхазам, самилатахазам, бысфя назака милаткицвой. Потеря языка – это потеря идентичности. Это нам надо, мы же за это бились. Нет, конечно. Поэтому я всецело поддерживаю, и вообще давно пора, и вообще удивительно, почему до сих пор нет. Вот если бы тогда довершили бы вот после принятия закона, и очень рада Сергею Васильевичу, у нас большие дела были, какие-то большие вопросы он перед нами поставил. Мы там статью нашли, как воссоздать молодежный фонд, на что опираться, что только государственных средств не хватает, надо было подтянуться, чтобы люди начали помогать, предприниматели, меценаты. Под лежащий камень вода не течет. Мы планировали несколько проектов провести сами и так далее, чтобы показать людям наши намерения, а под это люди всегда дадут, потому что бизнесмены, Апсу, Абазаква, они в первую очередь, они абхазы, они абаза, и они патриоты своей земли, и когда они увидят нормальные правильные действия со стороны кого бы то ни государства или там какой-то частной инициативы, они обязательно помогут поддерживать. Там много примеров. В части проекта, допустим, много по возрождению языка, многие предприниматели поддерживают его, вот, потому что они увидели, когда идет работа, да, люди не сразу просили деньги, сказали, мы начнем, вы посмотрите. Вот я вот в этом плане говорю. Поэтому это авиационный учебный центр, он очень важен для нас, особенно в контексте сегодняшних геополитических событий, которые происходят. И, во-первых, мы чуть с этим опаздываем, но лучше, как говорил Эзоп, лучше научиться поздно, чем никогда. Вот, поэтому лучше это сделать поздно, чем никогда. Я считаю, что это и не поздно. Много упустили, но еще много впереди. Поэтому я от всей души желаю удачи вот, и авторам этой идеи, те, кто это все делает, те, кто поддерживает в твоем лице. Вот еще раз говорю, если где-то смогу я, вот, если наша народная партия или я лично как персона, я с удовольствием стану рядом, помогу, поддержу, потому что это соответствует национальным интересам нашего общества, нашего народа. Особенно на современном этапе. На современном этапе нашего государства, национальным интересам Республики Абхазия. Все, что национальным интересам соответствует, надо поддерживать и приветствовать.